Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Всероссийская перепись населения уже давно прошла, но башкирские миссионеры не перестают нас удивлять своими жгучими перлами и наскоками не только на татар, которые являются для них традиционной целью, но и на другие народы. На этот раз отметился тележурналист и этномародер Салават Хамидуллин. На недавнем съезде краеведов в Башкортостане он решил порассуждать над темой, которая его серьезно заботит и беспокоит. Была ли у башкир государственность в историческом прошлом, например, в средние века? Так вот, во время своего рассуждения почему-то прилетело и казахам, и русским. Разбираем внимательно и анализируем его высказывания. Во-первых, Салават Хамидуллин очень недоволен нынешним уровнем компетентности у башкирских краеведов. Действительно очень важная тема, особенно для краеведов, потому что вот я много раз замечал, что наши краеведы, когда вот, в общем-то, полемизируют там, с другими краеведами, часто вот не могут ответить на вопрос о, скажем, государственных структурах в Башкортостане, то есть об истории, да, там, или когда спрашивают, там, значит, было ли в Башкортостане когда-либо государство или не было, значит, ну, они не знают, что ответить. Ничего, сейчас Салават Малевич Хамидуллин всем народам России, и не только татарам, расскажет, что у них не было своих государств и традиций государственности. Вообще, вот это государствоцентризм в системе ценностей, он всегда у нас присутствовал. Государство, оно как бы считалось, скажем, вершиной развития человечества, вот такой государствоцентризм, даже в какой-то степени государствобесие. Итак, первый народ, которого Салават Хамидуллин лишает исторической традиции государственности, это греки. Древняя Греция – это развитое общество или не развитое? Все же скажут, да, конечно, развитое, это же светоч культуры и так далее, и так далее. Но в Древней Греции не было государства. То есть, опять уже противоречие. То есть, государство – это не обязательно есть прогресс. Второй народ без исторической традиции государственности – казахи. Или вот мы там, когда говорим там, со своими коллегами, например, из Казахстана, говорим, вот казахское государство. А вот Путин недавно, помните, да, вы его там, он говорит, а что, да разве, говорит, было казахское государство? То есть, все это восприняли как какой-то троллинг. Но если посмотреть исторически, то ведь не было никакого казахского государства. Было казахское ханство. Но ханство это не есть государство. Ход мысли Хамидуллина можно продолжить тут на самом деле бесконечно. Султанат – это не государство, штаты – это не государство, княжество – это не есть государство, республика – это тоже не государство. А что есть государство? Правильно, государство – это есть государство. Вам не кажется, что дома у Салавата Хамидуллина знатно перебродил один весьма знатный и интересный напиток? История о том, была ли у казахов государственность или нет, и что там на самом деле сказал Путин, мы к этому чуть позже вернемся. Давайте послушаем дальше, у кого еще не было государственности, по мнению Хамидуллина. Допустим, была ли Киевская Русь государством? Нет, не была. Тоже я считаю, что не была Киевская Русь. Вот так. Видимо, в мозговом центре решили, что слишком как-то палевно фальсифицировать исторические документы, факты. Уже сложно сочинять в прошлых веках историю государственности башкир. Поэтому в мозговом центре башкирских этномиссионеров решили, раз у башкир не было государственности в средние века, так не доставайся же, значит, традиции государственности и другим народам. Грекам, казахам, татарам, русским. Вот так легким движением пошел на провокацию и ссору с другими народами Салават Хамидуллин. А он ведь еще считается заместителем директора Дома дружбы народов в Башкортостане. Умеет он мосты дружбы наводить, однако. Но мы вернемся к вопросу о том, была ли у казахов своя государственность. Давайте заслушаем непосредственно самого президента России Владимира Путина. Что же он там на самом деле такого сказал о государственности казахов? Напомню, что эти слова Путиным были сказаны летом 2014 года. Назарбаев очень грамотный руководитель. Я думаю, что на постсоветском пространстве он может быть самый грамотный. Он бы никогда не пошел против воли своего народа. Он это тонко чувствует. Он тонко чувствует, чего народ ждет. И все, что сделано за последнее время, благодаря, конечно, в значительной степени его организаторскому таланту, его политическому опыту, это все находится в струе интересов
Казахстана как государства. Я уже говорил, что он совершил совершенно уникальную вещь. Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда. Он ее создал. В этом смысле он для постсоветского пространства уникальный человек. Как видите, слова Путина о том, что у казахов не было своей государственности, это на самом деле его неуклюжий комплимент в адрес Нурсултана Назарбаева, сказанный не по бумажке и сказанный экспромтом. Вряд ли Путин хотел обидеть казахов. У него приятельские отношения с Нурсултаном Назарбаевым, и вся речь Путина – это такая, знаете ли, дань уважения первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Но что насчет самого Нурсултана Абишевича? Что он думает о государственности казахов? Знает ли он что-то об этом? Верит ли он в то, что у казахов была раньше своя государственность? Нурсултан Назарбаев – это классический государственный руководитель-автократ на пространстве бывшего Советского Союза. Таких, к сожалению, автократов у нас сегодня немало. Закономерно, что к автократам липнет культ личности, ореол якобы всеобщего обожания и почитания, конструируемый придворными автократами. Вот и Нурсултан Абишевич настолько заигрался в самовосхваление у себя в Казахстане, настолько уверовал в свое сверхмессианское предназначение, что сам первым начал говорить, что раньше у казахов не было своей государственности, что вся сегодня имеющаяся государственность у казахов – это, мол, типа полностью заслуга одного лишь его, Назарбаева. Да-да, Путин не хотел обижать казахов, говоря, что у них не было раньше государственности. Путин лишь пересказал слова самого Назарбаева, сказанные им даже не один раз. Тұңғыш рет қазақтың шекарасын шегелеп біріккен ұлттар ұйымына жеткіздік. Тұңғыш рет. Еш уақытта қазақ өз таңдап өз астанасын салған жоқ. Да-да, вы не ослышались. Это речь самого Нурсултана Назарбаева о том, что у казахов до Нурсултана Назарбаева не было никакой государственности. Она была, эта речь, сказана в 2011 году. И эту речь казахи тогда восприняли с овациями и аплодисментами. Как видите, тема, что у казахов не было своей государственности, это на самом деле такая своеобразная фишка культа личности Назарбаева, а не нападение Путина на Казахстан. Более того, Назарбаев говорил, что у казахов не было своей государственности еще и 24 августа 2005 года. Тогда его речь звучала вот так. У Казахстана, у казахов никогда не было границы. В очерченных сегодняшних границах не было государственности никогда. Одно дело говорить казахам про отсутствие у них государственности в рамках прокачивания своего культа личности, но другое дело, когда твои мысли, твои посылы подхватывает руководитель уже другого государства. Вот и получилась забавная история с этим высказыванием Путина про отсутствие государственности у казахов. После нее, кстати, в 2015 году быстро в Казахстане отпраздновали 550-летие казахского ханства. Точкой отправления казахской государственности была выбрана дата 1465 год с политической активности правителей Женибека и Керея. Моя личная позиция. Казахам обязательно нужно помнить о своем историческом опыте государственности. Как минимум это нужно, чтобы разрушить культ личности Нурсултана Назарбаева. Ну и чтобы Касим-Жомарт Токаев тоже помнил, что он не второй по историческим меркам и не последний правитель у казахов. Тем более совсем недавно, в январе, казахская современная государственность пережила очень серьезный краш-тест. Надеюсь, у граждан Казахстана все восстановится и образумится. Ну а мы вернемся к нашим глупым башкирским миссионерам. Если детально проанализировать слова Салавата Хамидуллина, вот это его переминание с ноги на ноги и признание, что государства раньше не было не только у башкир, но и у казахов, русских, греков, татар. Это высказывание само по себе ведь ничего не значит, но... А давайте посмотрим, что по теме государственности раньше говорил сам Салават Хамидуллин. Дело в том, что около года назад в тех же дюртюлях Салават Хамидуллин также обращался к башкирам и к их проблеме со средневековой государственностью. Послушаем, что он говорил тогда, раньше. Часто вот у нас говорят, вот
что и в учебниках пишут, у башкир не было там никогда там какой-то государственности. И главное, у нас почему-то в стране государственность ставится, в общем-то, как в некую ценность. Вот государство, это все. Тут все нормально. Салават Хамидуллин в обычном для него режиме комплексует, что ему не позволяют сочинить историю государственности башкир. Так если вот так брать и рассматривать, то в источниках мы тоже видим, там упоминается государь всей Баскардии, то есть государь всей Башкирии, да, принцип стотиус Баскардии, когда сюда в XIV веке прибыл венгерский монах Иоганн Венгер. Другой монах францисканский прибыл, потому что в Золотой Орде была разрешена католическим миссионерам, была дана воля вести прозелитическую деятельность. И вот они здесь ходили и кого хотели пытались обратить в католицизм. И вот это когда Иоганн Венгер сюда приехал, вот он пишет, здесь в Башкирии государь всей Баскардии, то есть раз государь есть, что это было? Ну, какой-то, видимо, там, условно говоря, как вот мы привыкли говорить, государственное, образование во главе, со своим государем. Сюда же потом прибыл другой монах францисканский, Генрих Алиманский, тоже пишет «Доминус тотиус Баскардии», владыка всей Баскардии. Они пытались тут вести католическую, пропаганду, но не удалось, поскольку, как говорил Иоганн Венгер, государь всей Баскардии вместе с членами всей семьи был заражен, совершенно заражен сарацинским заблуждением. Сарацинское заблуждение – это ислам, то есть в Европе сарацинами называли мусульман. Как видите, ровно год назад Салават Хамидуллин отчетливо в средние века, в 12-13 веках видел государственность башкир. И государя Баскардии он тоже упоминает. А что случилось? Почему уже в этом 2022 году Хамидуллин не упоминает, что католические монахи приезжали на территорию современного Башкортостана и фиксировали здесь неких баскардов и их государства? А случилась Великая Магна Хунгария, то есть Великая Большая Венгрия. Да-да, во время подготовки к всероссийской переписи населения Институт истории Марджани поднимал вопрос о наличии на территории современного Башкортостана прародины современных венгров, Магна Хунгария. На YouTube, кстати, лежит более 4-часовая интересная видеозапись с конференции, проведенной Институтом Марджани и зарубежными историками, где обсуждаются интереснейшие сюжеты и исторические вопросы касательно территории и истории Магна Хунгария. Да, раньше башкирские этномиссионеры направо и налево хвастались, что свою средневековую государственность берут чуть ли не со времен Волжской Булгарии, мол, первые записи о башкирах оставил арабский путешественник Ибн Фадлан. Но современная историческая наука уже доказала, что Ибн Фадлан не писал ни о каких башкирах в современном понимании этого слова. Он в своих записках о путешествии упоминает на самом деле башгирдов, маджаров, то есть венгров. Так что слова раздосадованного Салавата Хамидуллина в духе «раз государственности не было у башкир, так не доставайся же ты государственность и другим народам, грекам, татарам, русским, казахам», это на самом деле у него такой жест капитуляции перед казанскими историками, которые смогли публично поднять других зарубежных ученых-исследователей Магна Хунгария и обозначить, что если и говорить нужно о средневековой государственности времен Волжской Булгарии на территории современного Башкортостана, то это, скорее всего, должна быть именно венгерская государственность. Ну а что, разве не так?